Включаем камеры, давайте друг друга увидим. Посмотрим. Напишите в чате, ребята, как у вас настроение, какая у вас погода. Я помню, что в Алдане всегда было тепло, чем в Якутске. Это же Южная Якутия. Напишите в чате. Тойбохой подключается. Николай Егорович, приветствуем вас, ребята. Очень многих мы из Тойбохойского центра знаем, знакомы. Ребята с нами работали когда-то по профориентационному проекту, летали в Анапу на различные там... так, у нас были выезды, да, помним. Так, сколько у нас сейчас? 19. Так, Аймяконский район здесь, Тойбохой здесь. Ну, я думаю, что у нас время уже началось. Я сейчас включу демонстрацию, я дам старт, и потом у нас пойдет, как говорится, демонстрация. Леня, я не вижу. Ой, я закрыла. Ребята, всем видна презентация? Напишите в чате. Да, видно. Подробнее, Дерич. Ребята, здравствуйте. Еще раз приветствую вас всех. Давайте знакомиться. Меня зовут Надежда, я координатор и психолог фонда «Семья для ребенка». Название нашего фонда вы видите. Мы работаем давно и оказываем поддержку выпускникам и воспитанникам детских домов. И сегодня я даю старт вместе с вами онлайн-мастер-класса, который будет проходить на этой неделе. Вы видите, что с 25-го, сегодня 25 число. Кстати, поздравляю всех с Днем Татьяны. Есть у нас тут Татьяны? Я думаю, что Татьяны есть. Есть, наверное, еще кто, как говорится, скоро будет студентом. Это День студентов еще отмечается в этот день. И с 25 по 29 января, с понедельника по пятницу, каждый день. Обратите внимание, время якутское. У нас, например, с Уснерским центром Аймяконского района у нас отличается время. Время у них опережает на 1 час, поэтому Уснерский центр просим обратить внимание на время. У нас каждый день будут проходить различные мастер-классы по подготовке к самостоятельной жизни, профориентации, финансовой грамотности. И вот сегодня в 4:30 мы начинаем. У нас, вы видели программу, ребята? У нас будет небольшой перерыв на полчаса, с 17:30 до 6 по якутскому времени, а дальше у нас будет еще с 6 до 7 по якутску, у нас будут еще другие мастер-классы. Вот такую, наверное, программу вы видели. Так. Вот такое у нас расписание мастер-классов. Сегодня у нас онлайн тематическое посещение Якутского музея. Мы все вместе дружно сейчас отправимся, телепортируемся в Якутский музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. И у нас сегодня подключится молодой специалист, инструктор Кристина и ознакомит нас с музеем Ярославска. И вот смотрите, ребята, каждый день вы будете получать домашние задания и будьте сейчас очень внимательны, когда вы будете онлайн посещать музей, потому что если как вы внимательно посетите музей,
от этого зависит будут ваши домашние задания, потому что именно как вы посетите музей, что вы там увидите, Кристина по итогам посещения музея сегодня отправит вам первое домашнее задание. Ну а дальше у нас будет небольшой перерыв, и в 6 часов по Якутску к нам из города Москвы подключается великолепный человек, который тоже является выпускником детского дома, но он завершил очень давно детский дом. 16 лет он прожил в детском доме, Александр Гизалов, и он вам расскажет про умный чемодан, то есть про те навыки, которые нужны во взрослой самостоятельной жизни. И вот смотрите, у нас у всех 9 команд, то есть каждый центр, и школа-интернат в том числе, вы представляете все вместе 9 команд, то есть один центр, одно учреждение – это одна команда. И за участие, за активное участие в мастер-классах, за выполнение, качественное выполнение домашних заданий вы получаете определенные баллы. Эти баллы мы будем все суммировать, и по итогам в пятницу вечером, в завершении последнего мастер-класса, мы озвучим победителей и призеров наших онлайн-мастер-классов. Поэтому, если будут вопросы, вы задавайте вопросы своим кураторам. Сегодня вечером, после встречи с Александром Гизаловым, вечером после 7 часов, мы отправим уже на почты, электронные почты ваших центров, уже первое задание, которое вы получите, и у вас будет время для того, чтобы все это выполнить. Если у вас будут вопросы, вы, конечно, можете нам обязательно позвонить. Итак, я слово передаю, демонстрацию я выключаю. Так, как отключить? Так, да, и сейчас я слово передаю Кристине. Кристина, передаю вам эстафету. Ребята. Скажите, меня слышно, меня видно? Чуть погромче. Так слышно? Да. Да. Отлично. Мы сейчас с вами находимся в Якутском музее, одном из самых крупных старинных музеев не только нашей Якутии, но и всего Дальнего Востока. Мы с вами сегодня посетим первый зал нашего музея, но и затем, чтобы отправиться в путешествие по нашему музею, первое, что нам нужно, это отправиться в кассу и взять билеты на нашу экскурсию. Так, билеты взяли и отправляемся на начало осмотра. Скажите, ребят, у вас есть представление о том, что такое музей? Что это за такое место, для чего оно нужно? Можете подключать камеру и отвечать. Там старые вещи находятся. Много разбили. А зачем нам нужно хранить эти старые вещи? Ретро-вещи. Еще раз, зачем мы храним все эти старые вещи? В память о чем-то. Да, действительно. Музей является местом для хранения, обработки и сбора различной информации и передачи ее нашим современникам, и чтобы мы могли составлять представление о том, как раньше люди жили, чем они пользовались и какой у них был быт. Наше здание, я вам сказала, что оно одно из самых старых зданий города Якутска. И сейчас мы отправляемся. Сейчас мы находимся, кстати, в переходе между двух строений. Это исторической части здания, которая находится за моей спиной, и современной части здания. Здесь у нас перед входом в музей представлен небольшой уголок истории создания музея. Вот сама первая выставка нашего музея была открыта в 1891 году, и находилась она вот в таких палатах гостиного двора. Впоследствии музейное дело не оставляло местное население равнодушными, и коллекции музея пополнялись, и к 1926 году музей переехал в здание, которое он занимает ныне. И, кстати, вот такой интересный факт о создании нашего музея, что раньше Якутская область была частью Иркутской губернии. И все находки, которые были найдены на территории Якутии, они отправлялись в Иркутскую губернию. Но был найден один из экспонатов, и решили, давайте-ка оставим его в Якутии и будем собирать всевозможные исторические
предметы у нас в Якутии. И это стало основой для появления нашего музея. Коллекция нашего музея огромная, и не все экспонаты могут получить место в залах. Поэтому у нас на каждом этаже есть такие выставки одного экспоната. Здесь, например, перед вами представлен минерал, который войдет в историю как золото дураков, хольфкапорит. И смотрите, вот мы находимся сейчас, у нас такое интересное подключение, мы находимся все с вами в разных местах, и такой формат онлайн-обучения нам позволяет открывать закрытые двери, потому что сегодня наш музей закрыт для посетителей. Вы можете даже видеть, что наша входная дверь в первый зал закрыта, но именно для вас они сегодня открываются, и нас ждет первый зал нашего музея. Сегодня мы с вами пройдемся по первому этажу и посмотрим экспозицию первых залов. Сейчас мы с вами оказываемся в первом зале Якутского музея. Он посвящен истории первобытной Якутии. Какой самый главный экспонат, на ваш взгляд, здесь находится? Мамонт. Мамонт, да. Мамонт – это крупное млекопитающее, вымершее, с которым наша Якутия несравненно, она сразу ассоциируется. Но давайте поймем с вами, что история первобытной Якутии у нас началась не с мамонтов, а вообще история зарождения мира началась в Мировом океане. Первые живые организмы, которые появляются в океане, одни из первых живых организмов являются трилобиты, это вот мы рассматриваем сейчас на экспозиции, и аммониты. И вот эти ископаемые нынешние можно находить у нас на территории нашего края. Также в дальнейшем жизнь на Земле начала эволюционировать и из моря выходить на сушу. И постепенно она все менялась, и наступает эра юрского периода, царство динозавров. Обратите, пожалуйста, внимание на наши диорамы. Мы здесь видим динозавров. Скажите, ребят, а вы знаете, кто такие динозавры? Кем они были? Как вообще переводится слово динозавр? Не знаю. Динозавры – это гигантские... Динозавры – это гигантские ящеры. Они населяли планеты и были самыми долгожителями нашей планеты. Однако, и давайте обратим внимание, для комфортного существования динозавров какие условия для них были необходимы? Это, естественно, теплый климат, потому что динозавры являлись теплокровными организмами, и это огромное количество растительности. То есть для того, чтобы динозавры выживали, нужно было, чтобы было очень жарко и очень много растений. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, у нас в Якутии могли проживать динозавры? Да, конечно. Почему? В принципе, да. Климат менялся. В принципе, да. Я вам сейчас покажу еще одни экспонаты нашего музея. Вот это, на первый взгляд, простые камни. Но эти камни имеют отпечатки флоры мелового периода. Флора – это в научном языке мы называем так растения. И скажите, пожалуйста, на что походят отпечатки на этом камне? На лист. Да, действительно, это листья папоротниковых растений. Папоротниковые растения прорастают в теплых тропических странах. В современной Якутии мы их не найдем. Однако эти камни были найдены на территории Якутии. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что 140 миллионов лет назад на территории Якутии был абсолютно другой климат. И мы можем говорить, что у нас было так жарко, что у нас проживали динозавры. Вот такой вот грандиозный травоядный ящер-стегозавр проживал у нас в Якутии. 2 ряда костных шипов на его спине служили для охлаждения. Они могли даже двигаться. А как вы думаете, для чего стегозавру нужны были шипы на его хвосте? Чтобы защищать себя. Да, чтобы защищать себя. Так как это был травоядный динозавр, он использовал свой хвост как орудие защиты. И доказательство того, что на территории Якутии проживали стегозавры, является вот этот фрагмент лопаточной кости стегозавра. Фрагмент лопаточной кости и один из позвонков.
Интересный факт, что в раскопках этого стегозавра участвовали школьники Хоринской школы. То есть простые школьники были привлечены к раскопкам стегозавра. Это ведь, согласитесь, очень интересно. Но так как эти события проходили 140 миллионов лет назад, климат был совершенно другой, потом произошло глобальное изменение климата, и на Земле стали царствовать совершенно другие организмы. Это крупные млекопитающие. И перед вами сейчас находится жемчужина нашей музейной коллекции. Это полный скелет терехтягского мамонта. Что значит полный? Это значит, что все кости этого мамонта принадлежат одному животному. И вот, кстати, обратите внимание, мы сейчас с вами, я вам показала только одну косточку от динозавра, а вот здесь вот фрагмент, ну, все эти кости только одного мамонта. И если бы у нас с вами сохранился бы скелет стегозавра, он бы занимал все помещение музея, так как был в длину более 9 метров. А чтобы его рассмотреть внимательно, нам надо было подняться на 3-й этаж нашего музея. Но мамонты были не такими гигантскими, как динозавры. И, кстати, второе, что я вам сказала, это скелет является терехтягского мамонта. Почему он так назван? Потому что он найден в районе, в Терехтягском районе. Также вот здесь вот у нас есть муляж маленького мамонтенка Димы. И назван так по названию реки, где он был обнаружен. Вообще находки такие исторические, они носят либо название местности, где они были обнаружены, либо они носят название человека, который их открыл. Например, один из первых скелетов мамонта имеет название скелет Адамса. Вот. Что мы можем сказать о мамонтах? Размеры, высота мамонта, она была около 3,5 метров. Вот сейчас перед нами только скелет, и он почти доходит до потолка нашего музея. А если мы представим здесь мышцы, мясо, толстый подкожный слой жира этого мамонта, то он был гораздо выше. Также мы должны понимать, что мамонты могли достигать веса до 6000 килограмм. И для того, чтобы поддерживать жизнь, они фактически всю часть дня находили в себе еду. И, в принципе, объем поглощаемой их пищи, он был от 200 до 300 килограмм в день. И так как мамонты очень много ели, их зубы стачивались и выпадали. Вот человек в течение жизни сменяет зубы один раз, молочные на постоянные. У мамонта могли меняться зубы до 6 раз. Сейчас я вам показываю зуб мамонта. Вот так он выглядел. В нашем музее есть те экспонаты, которые мы можем с вами потрогать руками. И сейчас наиболее близко я вам покажу зуб мамонта. Я советую вам запоминать все экспонаты, которые я вам показываю, потому что одно из заданий музея будет перечислить, какие экспонаты в каком зале встречались. И за каждый правильно указанный экспонат вам будет начисляться по 1 баллу. И возвращаемся, вот так выглядел зуб мамонта. И, кстати, современные слоны, они сохранили эту же особенность и в течение жизни до 3 раз могут менять свои зубы. Вот. Кстати, когда первоначально находили мамонтов, то можем понять, откуда возникла миф о циклопах. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такие циклопы? Одноглазые. Да, циклопы — это мифы древние Греции, да, это одноглазые великаны. И если мы с вами вот так внимательно будем просматривать череп мамонта, то мы как раз можем представить, что вот эти вот его носовые пазухи, которые мы с вами видим, они представляют как будто один глаз. Но на самом деле вот то отверстие, которое мы видим, это является отверстием для хобота. А хобот у мамонта — это не что иное, как соединенная верхняя губа с носом. Вот. Глаза же у мамонта располагались по бокам, как и у большинства млекопитающих. Также отличительной чертой мамонта, помимо густой шерсти, это бивни. Бивни, опять которыми же славится наша республика. И здесь можем заметить, что бивни на концах имеют механические повреждения. Как вы думаете, вот из-за чего так происходило? Почему бивни мамонта на конца имеют такие расщепления?
Что такого было, что... С кем-то боролся. Да, он мог с кем-то бороться, он мог повреждать их в процессе своей жизни. И более того, об этом мало кто знает, но на бивнях мамонта могли находиться вот такие различные болезненные наросты, которые образовывались в результате механических повреждений. Вот. Помимо мамонта на территории Якутии проживали еще и носороги. Вот сейчас перед вами череп носорога. Однако нам сложно понять, что это носорог, потому что самого главного рога на этом черепе мы не видим. Однако сохранность этих рогов, она очень редкая, потому что, вот тоже вам интересный факт, рог носорога – это не что иное, как спрессованный волос. Можем представить, если девочки себе сделают начес, зальют его лаком, то они могут вполне претендовать на звание вот такого рога от носорога. Сам же носорог, вот я могу показать его скелет черепчинского шерстистого носорога, и можно заметить, что от современных носорогов африканской саванны он отличается тем, что являлся более коренастым, что имел два рога, и передний рог он был гораздо более длиннее и в длину мог достигать до метра. Вот. И вообще, если мы с вами сравним природу первобытной Якутии и современной африканской саванны, то есть ряд существенных сходств. Также у нас на территории Якутии из самых крупных опасных хищников проживал пещерный лев. Вот в нашем музее сохранились фрагменты челюсти пещерного льва, нижний и верхний. Пещерный лев назывался так, потому что зачастую его останки были найдены в пещере. И вот по этим, смотрите, только по этим останкам ученые могли определить, что это хищное животное. Потому что здесь вот как раз мы замечаем клыки. Вот. Я вам показала тех животных, которые существовали в период мамонтовой фауны, и на сегодняшний день на территории современной Якутии мы их не найдем. Однако у нас в первобытной Якутии и в современной Якутии есть те животные, которые жили раньше и были подвергнуты, и живут, можно встретить сегодня. Вот это сейчас перед вами находится череп ископаемого овцы-быка. Череп ископаемого овцы-быка. И сейчас я вам покажу еще один экспонат нашего музея. Это череп первобытного бизона. Посмотрите, пожалуйста, какой это крупный должно было быть животное. Вот бизон и овцебык, они раньше проживали на территории Якутии. Но в отличие от тех же самых мамонтов, носорогов, пещерных львов, они сумели мигрировать по несуществующему ныне Беринговому перешейку на территорию Северной Америки и приспособиться к жизни там. И в 90-е и в 2000-е годы была проведена программа по реакклиматизации этих животных и возвращению их в, скажем так, историческую природную среду. И вот сегодня у нас на территории Якутии мы можем встретить и бизонов, и овцебыков. Например, у нас в зоопарке Ортодайду мы можем приехать посмотреть на этих животных. Или на территории парка Ленские столбы. Вот. Это те животные, которые проживали в период мамонтовой фауны. Но если мы опять вернемся к теме мамонтов, то считается, что они вымерли 10 тысяч лет назад. Однако были найдены и те останки животных на острове Врангеля, которые датируются 4 тысячами лет. Это о чем можно говорить? Потому что человек и мамонт, они проживали вместе. И считается, что одним, кстати, причиной исчезновения мамонта был вот как раз человеческий фактор, что человек охотился на мамонта. И также у нас в музее есть стенды, посвященные как раз первобытному человеку. Вот обратите внимание, что я вам сейчас показываю. Что это может быть, относящееся к первобытному человеку? Копающие. Супер! Да, орудие труда. Одним из отличительных факторов, который отличает человека от животных, является его возможность преобразовывать окружающую среду. Что это значит? Что человек берет камень и преобразовывает его. Вот сейчас мы посмотрели на режущее орудие. То есть человек взял камень, обработал его, и это позволило ему идти, скажем так, на охоту на мамонта. Это показало его, стало такой первой ступенькой в его эволюционном развитии. Далее человек
уже сочетает более сложные предметы. В период раннего палеолита он учится совмещать разные, как правильно сказать, прошу прощения, разные материалы. Он совмещает камень и дерево. И, скажем так, у него получается такой пример ножика. Вот у нас тех экспонатов, которые можем с вами посмотреть и потрогать, есть как раз такой фрагмент каменного лезвия. Оно является очень острым, и если по нему провести рукой, то можно действительно порезаться. Также, помимо того, что человек учится совмещать разные материалы, он также открывает для себя... Скажите, пожалуйста, знаешь что? Что такое керамика? Посуда. Так, да, керамика – это посуда. Скажите, пожалуйста, какой мы можем сделать вывод о том, что первобытный человек открыл для себя посуду? Научился ее создавать. Начали готовить. Начали готовить. Можно сказать, что рацион первобытного человека изменяется. Он может теперь сохранять продукты, он может их переносить с собой, он может их видоизменять, например, там, сквашивать молочные продукты. И более того, человек не просто создает керамику, а он, посмотрите внимательно, вот этот фрагмент керамики, он ее украшает. То есть человек хочет видеть окружающий его мир красивым, интересным. Он вкладывает какой-то смысл вот в эти рисунки. И более того, он украшает не только предметы, которые окружают его, но, вот что я вам сейчас демонстрирую. Бусы. Да, человек украшает и сам себя. Ему становится интересно. Более того, он пытается и изображать себя на различных амулетах. То есть вот так постепенно человек открывает для себя мир. Открывает для себя мир, изменяет свое оружие и открывает для себя и новые виды материалов. Наступает бронзовый век, и появляются такие вот наконечники для копий из бронзы. Как вы думаете, как изменится характер охоты человека с появлением вот таких вот бронзовых копий? Как изменится характер его охоты, если он будет иметь теперь копье, а не камень? Будет легче охотиться. Да, ну вот представьте, вот нападать на мамонта с камнем или обладать копьем. Это, естественно, два разных способа охоты. Это исключает травматичность, то есть она становится меньше. И также у нас есть такой интересный экспонат, который не во всех музеях также представлен. Вот это экспонат. Это укуланский меч. Укуланский меч, он относится к бронзовой культуре Китая, примерно 12 века до нашей эры. А это бронзовый скифский котел, который встречается среди территории, допустим, южной. И наличие этих двух находок о том, торговые связи. Представляете, что именно в десятилетия до нас люди также приходили на территорию Якутии и проводили какой-то обмен. Сейчас также в нашем музее есть такой интересный экспонат. Это, сейчас, секундочку, зафиксирую камеру. Это такая выставка пещерных людей. И это у нас не просто пещерные люди, это настоящие роботы. Эти роботы были подготовлены для выставки в Японии и были подарены нашему музею. Вот внимательно рассматривая. Внимательно рассматривая этих человеков, мы можем себе представить, как же выглядели пещерные люди, что у них совершенно другие одежды, что даже внешне они несколько отличаются от современных людей. Естественно, их речь нам абсолютно непонятна.
поднимая также тему окружающего мира первобытного человека, нам стоит упомянуть и о том, что они любили делать. Это, конечно, примеры наскальной живописи. Вот здесь вот у нас такой пример. И о чем здесь можем говорить? Та наскальная живопись, которую мы встречаем, она рассказывает нам, первобытный человек пытается до нас донести, как он жил, каких животных он видел, на кого он охотился, и, изображая себя, он тоже делает нам определенные знаки. Вот как вы думаете, что человек мог изображать вот этим кругом? Солнце. Да, солнце. То есть здесь этим наскальным рисунком мы можем составить целый рассказ. Кто-нибудь попробует? Аймиконский центр, как вы думаете, какую здесь историю хотел до нас донести первобытный человек? Аймиконский центр, вас не слышно. Я могу сказать. Я вижу, там девушка активно рассказывает историю первобытного человека. Я могу рассказать. Давайте, кто может рассказать? Это... Аймиконский центр, слышу? Нет, к сожалению. Первобытные человеки охотились на мамонта. Да, албанский центр говорит о том, что правильно, первобытный человек вышел на охоту на мамонта. Мы даже можем заметить, что у этого человека здесь есть копье. И, кстати, очень интересный факт, что если первобытный человек рисуется с поднятыми, если он рисуется перевернутым, то есть головой вниз, этим нам говорят, что этот человек умер во время охоты, то есть он погиб, охотясь на зверя. И самое, что интересное, что даже у первобытного человека в те далекие времена были обряды захоронения. Вот сейчас я вам покажу пример хангаласского захоронения. Вот это вот погребение было найдено случайно в ходе хозяйственных работ. То есть, представляете, просто работники проводили хозяйственные работы, копали землю, и тут они наткнулись на это захоронение. Они по предметам, которые были рядом с этим человеком, поняли, что это не какой-то их современник, что этому захоронению не стоит даже не 200 лет, что оно гораздо позднее. Скажите, пожалуйста, вот по этому захоронению можно понять, мужчина это или женщина? Это мужчина. Это невозможно понять. Невозможно понять, правильно. Почему? Потому что не сохранилось тазобедренных костей, которые могли бы дать ссылку, мужчина это или женщина. Но тем не менее, смотрите, что вот мы сейчас видим здесь. Это бусы. Да, бусы. Мы не можем сказать, о, вот здесь лежат бусы, также вот здесь есть костяные иглы. И по бусам и иглам, по копьям мы не можем сказать, о, если это украшение, это, наверное, какая-то там знатная женщина, которая хотела быть нарядно захороненной. Нет, вовсе это никак не относится к гендерному половому признаку, потому что украшали себя и мужчины, и женщины могли носить бусы, украшать свою одежду. А иглы тоже нам не дадут подсказку. Иглами пользовались не только женщины, но и мужчины. Потому что мужчины могли уходить на охоту на несколько дней и брали с собой иглы, чтобы починить свою одежду, если на охоте произошло какая-то неприятность. Вот это перед нами сейчас был первый зал истории первобытной Якутии. Он у нас прошел от динозавров, мамонтов до первобытного человека. Далее мы с вами продолжаем осмотр и переходим во второй зал нашего музея. Второй зал нашего музея посвящается природе современной Якутии. И территория нашей Якутии огромна. Даже сейчас у нас есть подключение ребят, наверное, я как понимаю, фактически чуть ли не с каждого уголка нашей республики. И вот этот вот зал посвящен нашей природе. Территория Якутии огромна, она насчитывает 3 миллиона квадратных километров. Это, скажем, как территория Индии. Но территория Индии является самой густонаселенной территорией, а территория Якутии наоборот. У нас фактически нет, население не превышает 1 миллиона человек. У нас даже по московским, допустим, меркам людей здесь фактически не живет. И какая же наша Якутия? Наша Якутия начинается с территории арктической пустыни. Да, ребят, пустыня – это не только какие-то жаркие
африканские территории, но и наша особая арктическая пустыня, холодная, заснеженная, покрытая снегами и льдами. И посмотрите, какой здесь животный мир. Узнаете ли вы каких-либо животных? Вот, например, Вот этот белый, это писец, да, правильно. Кто еще? ласка. Ласка, да, действительно, ласка и куропатка. А вы заметили, какого цвета зачастую все эти животные? Белого. Да. Да, а почему их окрас имеет белый цвет? Как это обосновано? Чтобы прятаться от хищников зимой. Правильно, Луганский центр, да, чтобы прятаться от хищников. Более того, смотрите, и писец имеет белый окрас, охотясь на куропатку. И куропатка, прячась от песца, имеет белый окрас. Кстати, писец – это один... Так, чуть это ближайший. Вот. Что же, территория арктической пустыни, кстати, у нас на территории. И также кольчатая нерпа. Это один из самых мелких видов арктических тюленей. После территории арктической пустыни мы попадаем с вами на территорию тундры. Территория тундры также бескрайняя, также не имеет никаких крупных растений, но наша тундра любима перелетными птицами. Вот у нас на нашей диораме представлено множество разных птиц. И что интересно, большинство из этих птиц являются перелетными. Они прилетают в Якутию, чтобы оставить здесь, создать семью и оставить здесь свое потомство. Эти птицы называются, особенность называется птицы-эндемики. То есть только здесь они могут создавать семьи, оставлять свое потомство, и некоторые из них прилетают даже из Австралии. То есть для них наша бескрайняя тундра представлена чем-то, они проводят, можно сказать, здесь свой медовый месяц. Почему? Потому что вы вот можете сейчас заметить, что на территории тундры нет никаких крупных хищников. Это дает безопасность этим птицам. Более того, вот заполоченная территория – это шикарная кормовая база для этих птиц. И нашего севера она не дает, она дает возможность птицам высиживать яйца. Вот. Далее мы с вами попадаем на территорию леса тундры. То есть она характерна уже появлением редколесья и крупных хищных животных. Кстати, вы знаете, во многих музеях, которые сейчас можно посещать, есть те экспонаты, которые можем потрогать. Например, мы можем посмотреть на шерсть северного оленя и потрогать на песца и изучить шкуру белого медведя. Вот. А сейчас давайте посмотрим, у нас кто населяет наши леса. Из крупных хищников это волк, это рысь, и рысь это является единственным кошачьим на территории нашей республики. Также в наших лесах обитают медведи. И посмотрите, какой уникальный мишка представлен в нашей экспозиции. Этот мишка, он бурый медведь, но это особенный мишка, который имеет вот такой светлый окрас. Его нельзя назвать альбиносом. Альбинос – это те животные, которые не имеют пигментов. Они чисто белые, даже глаза у них белые. А вот у нашего мишки можно заметить, что мордочка темная и лапки тоже темные. И подробнее изучить вот этих крупных хищников мы можем на примере черепов посмотреть, какие острые зубы у хищников. А изучая череп медведя, мы понимаем, что мы знаем, что мишки всеядные, то есть они могут питаться как мясом, для этого приспособлены вот эти клыки, так и травами различными. Вот этими передними зубами они как косой могут срезать молодые побеги. И мощная челюсть медведя. Вот так интересно можно изучать особенности состояния животных, находясь в музее. Также в нашем музее проживают в лесах есть зайцы, соболя, белки, колонок и лисы. Вот. И также мы знаем, что у нас в Якутии проживает
малочисленные коренные народы с севера. И вот здесь у нас представлен пример такой чума. Чума, и внутри чумы находится утварь. Как вы думаете, вот зачем нужна эта посуда? Вот здесь мы понимаем, что это котелок, Для разной это еды, чайник. для питья. Для разной Нет. еды. Нет, не для разной еды. Хранение. Для хранения бисера чего? Еды? Нет бисера. Нет. Бисера. Нет, ну, нет, не совсем. Бисера плетения. Еды? Здесь хранят посуду. Так как народ Посуду. является кочевым, и чтобы посуда не разбилась, пока передвигаются вот на таких санях, ее складывают вот в такие специальные, скажем так, контейнеры. Вот такая диорама. Также вот здесь у нас представлены примеры одних из птиц эндемиков. Это стерхи. Стерх, белый журавль или котелык. Это тоже один из символов Якутии. Считается, если вы встретите эту птицу, увидите издалека ее танец, вы будете счастливым. Эти птицы моногамные, значит, они создают пару один раз, но очень пугливы, и к ним нельзя подходить. И более того, если они встретят человека в месте их гнездования, они могут не вернуться туда, даже если там был оставлен их птенец. Далее, опять уникальность нашей экскурсии является в том, что следующий наш зал закрыт на реконструкцию. Но я хочу вам показать несколько, как музей живет изнутри, куда, допустим, посетителям обычным вход закрыт. Вот здесь сейчас у нас идут ремонтные работы в зале, тоже посвященной природе Якутии. И здесь представлена диорама Верхоянский хребет. У нас в Якутии также есть и горы, и самая высокая точка у нас на территории Якутии – это Пик Победы. И посмотрите, это все нарисовано. То есть работа в музее – это не только экскурсоводы, это и ряд той работы, которая незаметна. Это выставочный отдел, который придумывают вот такие интересные декорации. Вот. Также здесь у нас представлено и Алданское Нагорье. Вот в Алданском Нагорье здесь у нас раньше находились чучела кабарги. Вот. А сейчас она пока пустует на ремонтных работах. Вот так. Здесь у нас и еще одна зал. В зале говорится о том, чем занимался народ Саха, проживая на территории Якутии. Давайте я вам буду показывать наши экспонаты, а вы будете догадываться, чем же вот люди могли заниматься. Вот я вам сейчас кого показываю? Коровы, они встречаются. Да, причем это не просто корова, это якутская корова. Мы все знаем с вами про якутскую лошадь, но мало кто видел якутскую корову. Она отличается, что она невысокая, что она такая же мохнатая, и она фактически тоже может проживать зиму под открытым небом. Следовательно, если у нас люди содержали коров, то необходимо было и сенокосные угодья, так? Вот. И прекрасным местом для сбора сена являются аласы. Алас – это уникальная форма рельефа, которая присутствует в Якутии. Она образуется в ходе таяния льдов. Здесь у нас такая диорама: алас осенью, алас летом и алас весной. Да. И вообще, кстати, Якутия – это единственная наука, мерзлотоведение – это единственная наука, где используются якутские слова. Вот настолько наш край уникален. Вот. Всегда в аласах есть небольшая запрудь, в которой обитает рыба. Вот у нас в музее есть такая интересная интерактивная рыбалка. Можно взять удочку, поймать любую рыбу и отгадать, как она называется. Скажите, какие-нибудь рыбы вам здесь знакомы? Щука. Щука. Да. Щука. Осетр.
Вот. Да, то есть рыболовство является одним из занятостей народов Саха. И более того, у нас в музее представлены два вида лодок. Вот такая вот крупная деревянная лодка, выдолбленная из цельной породы дерева. В Якутии очень много рек и озер. И есть лодка легкая, переносная. Прошу прощения, тут со светом проблемы. И также, говоря о материальной культуре народов Саха, мы не можем не упомянуть о охотниках, так? Посмотрите, пожалуйста, вот сейчас я вам показываю батас. Это вид копья. Он имеет как значение для охотников, так и хозяйственное бытовое. И луки. Вот луки и стрелы очень интересны. Смотрите, мы только что с вами прошлись по лесу. И вот видите, я вам показываю стрелу ближнюю к камере. Она представлена в виде чурона. Да? Вот обратите внимание, эта стрела не имеет заострения. То есть она направлена на то, чтобы оглушать животное. Вот зачем это нужно? Оглушение животного. Вот зачем? Вот такая стрела зачем? Опять у Аймиконского центра есть ответ, но у них не подключен звук. Чтобы не портить шкуру. Да, молодцы, действительно, чтобы не портить шкуру. Потому что с присоединением Якутии в состав Российской империи платился ИСАК пушнины. И вот вообще пушной промысел, он очень важный. Именно поэтому были распространены именно такие стрелы, которые не вредили мех животного. Вот, получается, мы с вами прошлись по 3 залам. Накрывайте. Понравился больше всего? Зал про мамонтов. Ребят? Все. Мне все понравилось. Что понравилось? Ну что ж, я очень рада нашему подключению, что вас так много подключилось ребят, которые интересуются. И в следующую среду у нас уже будет предметная лекция на тему птиц Якутии. Какие птицы у нас есть, какие прилетают. А сегодняшнее ваше задание вам будет отправлено. И еще раз напоминаю, вам нужно будет вспомнить, какие экспонаты в каком зале находились. И за каждый правильно указанный экспонат вы получаете по 1 баллу. Спасибо вам большое за подключение. Всегда ждем вас в гости. До свидания. До свидания. Спасибо Кристине. Кристина к нам еще на этой неделе еще выйдет к нам на связь, еще 2 раза к нам выйдет. Вы посмотрите внимательно в программу, когда у нас будет еще 2 онлайн экскурсии по музею имени Ярославского. А Кристина нам уже подготовила домашнее задание для вас. И вечером мы вам отправим домашнее задание по музею. И у нас сейчас перерыв до 6 часов по якутскому времени. Через минут 45-43 минуты мы уже подключаемся. Давайте без опозданий, потому что к нам подключается Александр Гизал из города Москвы. Подготовьтесь, немножко перекусите, попейте чай, сок, и мы с вами подключаемся уже буквально через минут 40.